зачистка была в ходе Палестинской войны. На вот этой коронной территории и к ней присоединенной и выделенной для арабского государства. Значит, теперь интересный момент, второй касающийся этнической чистки. И облика иудейского народа, который нормальный облик. Но не людей можно воспитать из всех. И наоборот. Значит, с массовой иммиграцией вот этих вот беженцев из Восточной Европы, из стран Европы, и из арабских стран произошла реиудеизация палестинского Ишува, который был полностью сионистским. Значит, израильская армия — это единственная армия в мире, в которой напрочь отсутствует такое неизбежное, значит, побочное явление военных конфликтов, как насилие, изнасилование, грубо говоря, насилие над женщинами, насилие противника. Напрочь отсутствует после Палестинской войны. В ходе Палестинской войны это имело место. В ходе Палестинской войны это имело место. Кто это осуществлял? После 1949 года такого нет в помине. Произошла реиудеизация Ишува, потому что действительно иудейский народ обладает морально-этическим уровнем, и те, кто в нем родились, и как бы потомки, которых еще это... Они обладают высоким морально-этическим уровнем. Никто об этом не говорит. Да? Никаких зверств над людьми, надругательств над трупами, надругательств над ранеными, изнасилований израильская армия нигде и никогда не осуществляла с тех пор. Понятно, что юдофобы всех стран и народов очень часто приписывают, высасывают из пальца. Я помню, значит, я купил в Израиле в середине 80-х годов, псевдонимом подписано Ф. Алестин, то есть Палестин, где просто всякие бредни, значит, приписываются израильской армии в Ливане. Они не происходили. Там описывается то, что, как мы видели, головорезы Хамаса осуществляют с населением израильским. Свои, так сказать, влажные фантазии они приписали, чтобы изображать таких же, значит, захватчиков-оккупантов, как, значит, все хотят сказать фашисты, как это, значит, да, как будто просто убивать людей нормально, без надругательства и изнасилования, это типа как бы хорошо. Такой что ли месседж, да? Давайте высосем из пальца. Как вот в одной газете, не буду говорить какой малочисленной, но очень, значит, боевой группы политической Белоруссии, они в годовщину Дейр-Ясин описали события Дейр-Ясин. Особенно мне понравилось, как в горящие дома бросали детей. Высосали из пальца. Дома каменные, дома там не горели, их взрывали. То есть просто берут картины, как мы знаем, того, что происходило на оккупированной территории Беларуси. Зачем выдумывать, измышлять вот такое, чтобы насаждать, только как бы насаждать ксенофобию, это ни к чему. Так вот, насилие над женщинами имело место в ходе Палестинской войны. И какие-то люди жили в Израиле, уехали за границу, они писали воспоминания, они давали интервью спустя десятки лет. И те, кто этим очень интересовались в 90-е годы, они знали, что это не выдумки левых либерастов, это происходило явление, и осуществляли его выходцы из сионистского Ишува. Более того, в одном из случаев, где произошла зачистка арабского населенного пункта, не стерильная, как Шейх Муанис, а такая, которую, как я сказал, описывать не буду, она всегда одинаковая. Значит, когда кто-то начали расследовать, что где, так велика была гнусность, значит, что сказали, это сделала часть из вот этих беженцев из Европы. Они пережили, значит, там ужасы этого, и они это практиковали с арабами. Это был страшный поклеп на иудейский народ со стороны вот этих сионистских детенышей, которые были взращены в духе. Я в вводной серии освещал каких идей. Так, оказалось, что это были набраны, часть была набрана в городах Палестины из самой обычной палестинской молодежи. Это делали они. Это не в одном месте происходило. Так. Теперь, значит, в ролике иноагента, и я считаю экстремиста, действующего против союзного государства, «Вестник бури», они выпустили ролик про сионистов, и там они выпустили израильский футаж, то есть в 90-е годы интересующимся была известна картина, а спустя еще 20 лет, когда те, кто были самые молодые, им уже за 80,
они уже откровенно говорят. И вот там сидит такой старичок, такой дедусь, и он описывает то, что я не буду смаковать, оно все одинаковое. Так, значит. Ну и те, кто рассказывает, всегда говорят, я это не делал, делал тот, я только стоял в оцеплении, я думаю, ну, обычно как бы дела. Так вот, он это рассказывает, и он, значит, рассказывает, посмеивается. Понятно, для юдофобов такой футаж это удивительный подарок, и стали писать, вот, он вообще даже не понимает, что он говорит, он сейчас посмеивается, типа как получали. Я объясню, почему он посмеивается совершенно по другой причине. Потому что государство Израиль существует уже сколько много лет. И с 49-го года то, что там описано, оно немыслимо для всех, кто там живет. И для левых, и для правых, и для религиозных, и для нерелигиозных, оно немыслимо. И оно нигде никогда после этого не имело практически места. Имел место расстрел мирных жителей Кфар-Касаме в 1956 году, единичный такой случай. И понятно, что когда есть тяжелая болезнь, которая излечивается там сходу, да, большим впрыскиванием, а она где-то дает симптом еще и ушла. Очень отрадно, что люди сохраняют человеческий облик даже в ходе жестокой войны. И всякий, кто себя причисляет к иудейскому народу, к историческому иудейскому народу, неважно, он имеет те взгляды или другие взгляды, тот образ жизни, другой образ жизни, естественно, испытывает колоссальное удовлетворение, что израильская армия, может даже единственная армия в мире, и в советской армии жестко преследовались такие вещи. Достаточно посмотреть, как поступали братушки чехи и поляки в ходе депортации немцев после Второй мировой войны. Это тоже замалчивалось советской мифологизацией, да? Все, значит, вот эти версии. И этого не делала израильская армия после 1949 года. Отчего ничуть не легче тем, кто это испытал в 1947-1948 году. И это делал сионистский ШУВ, в котором идеи, подробно освещенные мною в вводной серии, действительно давлели. А потом они воинс-нолес были выбиты вот этой, в рамках проекта же осуществленной реиудеизации. Значит, иудеи не надругаются, не насилуют живых женщин, не надругаются над мертвыми, не добивают раненых. Это не значит, что не делают другие военные преступления, например, отстрел военнопленных в чистом поле, как поступала израильская армия в 1956 году, когда собственно, ищущих, где сдаться в плен египетским солдатам стреляли, и в других обстоятельствах. Это военные преступления. Но нету тут нечего смаковать, и никакого смакования не было. Убивать людей вообще плохо. Не надо приписывать зверство там, где их нет. Что говорит Либерастия, которая живет на месте вот этой самой деревни Шейх-Муанис, да? Они говорят, нет, это почему израильская армия не насилует? Это все из-за иудейского мракобесия, которое давлеет на нас. По иудейскому закону, да, ни в коем случае не должен, самое ультимативное вообще императив иудейской религии, иудейский мужчина не должен вступать в половую связь с иноверной женщиной. На каком высоком холме, выражаясь эвфемизмом, значительная часть израильцев, все, кто не живут по законам иудейской религии, и которые в вольном переводе с иврита трахают все, что движется, видали это установление иудейской религии. Поэтому то, что не осуществляется насилие над женщинами с 1949 года, это совершенно другая причина, что общий вот этот духовно-культурный фон иудейского народа, он такое делает немыслимым в Израиле с 1949 года. Именно поэтому посмеялся этот дед. А те, кто, так сказать, рады, ведь, немцы исключительное количество иудеев перебили, да, во Второй мировой войне. С песни слова не выкинешь, немцы неплохие. Поэтому где-то, удовлетворяя свои шизопараноические комплексы, лишний раз показать, видите, какие евреи, да? Все в восторге от футажа с этим дедом, который показал экстремистский канал «Вестник бури». Я этот футаж выпустил, там рассказ идет на иврите, идет русские титры. Я его поместил на своем канале, чтобы люди знали, что происходило в 1948 году. Да. Но почему там посмеивается вот этот дед,
То есть он рассказывает как о жизни в совершенно другом мире. Реиудеизация. То есть сионистам не удалось вырастить вот этих самых, значит, белокурых бестий из иммигрантов, которых они будут селекционировать, и с преобладанием индогерманского элемента они, значит, будут изживать дегенерирующий семитский элемент. И вот они это успешно осуществили в той части Иешуа, которую они воспитывали. И в 1948 году это проявилось во всей красе, и на этом заглох. Это то, что касается этнической чистки. А смысл сионизма, он простой. Простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности. Обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет.